Ваш ангел-хранитель говорит вам сегодня, что ваш ангел-садовник приносит послание надежды, преображения и божественного вмешательства. Он хочет заверить вас, что в вашей жизни появился человек, который подарит вам ключ от нового дома и вместе с ним избавит вас от беспокойства, стресса и финансового кризиса. Этот глубокий дар означает новое начало, освобождение от бремени и приглашение вступить в жизнь, наполненную миром, изобилием и радостью. Ваш ангел-садовник хочет, чтобы вы знали, что этот очередной подарок – проявление Божьей любви и заботы о вас, вашей силы, непоколебимой стойкости и веры перед лицом трудностей. Вы получаете послание через Дом Бога. Подпишитесь на наш канал, чтобы держать этот портал открытым и продолжать получать эти мощные небесные послания. Ваши молитвы услышаны, и божественные силы объединяются, чтобы принести вам новое чувство безопасности, стабильности и благополучия. Этот ключ символизирует не только физический доступ к новому дому, но и открытие того, что находится внутри вашего сердца и духа. Он представляет собой возможность глубокой трансформации и роста. Новый дом представляет собой пространство безмятежности, где вы можете обрести покой и новый взгляд на жизнь. Вместе с ключом ваш ангел-хранитель заверяет вас в том, что ваши заботы, стрессы и финансовые кризисы будут устранены. Груз, который вы носили в своем сердце и уме, будет снят, и вы сможете начать жизнь, наполненную новой свободой, изобилием и покоем. Поверьте, что божественные силы неустанно работают над тем, чтобы облегчить ваши трудности и обеспечить вас необходимой поддержкой и ресурсами. Ваш ангел-хранитель хочет, чтобы вы отбросили все сомнения и страхи, которые могут возникнуть во время этого перехода. Примите эту возможность с распростертыми объятиями, поскольку она свидетельствует о вашей стойкости и способности получать божественные благословения. Позвольте себе полностью поверить в то, что вы заслуживаете жизни, свободной от забот и финансовых трудностей. Поверьте, что Бог признает ваше упорство и выстраивает обстоятельства в вашу пользу, пока вы готовитесь получить этот ключ и дары, которые он символизирует. Ваш ангел-хранитель призывает вас культивировать отношения благодарности и доверия. Откройте свое сердце и разум, чтобы принять благословения, которые разворачиваются в вашей жизни. Напишите 222, если вы доверяете Богу, отпустите все ограничивающие убеждения или сопротивления, которые могут препятствовать вашей способности полностью принять это новое начало. Признайте, что вы достойны всего того изобилия и радости, которые движутся к вам. Ваш ангел-хранитель приглашает вас поразмышлять над уроками и ростом, которые принесли вам прошлые трудности. Отдайте должное силе и упорству, которые помогли вам пережить трудные времена. Будьте благодарны за мудрость и проницательность, которые вы приобрели благодаря своему опыту. Воспользуйтесь возможностью избавиться от привязанности к старым шаблонам и страхам и вступить в новый этап своей жизни с обновленным чувством цели и уверенности. Входя в новый дом, превратите его в священное пространство, которое будет способствовать вашему благополучию и поддерживать ваши мечты. Создайте обстановку, которая вдохновляет и поднимает настроение.
Окружите себя позитивом как в физическом окружении, так и в отношениях. Воспитывайте в себе чувство благодарности и осознанности, цените благословения, которые каждый день приходят в вашу жизнь. Ваш ангел-хранитель хочет, чтобы вы знали, что никогда не останетесь в одиночестве на этом пути. Они рядом с вами, направляют, защищают и поддерживают вас на каждом шагу. Положитесь на их любящее присутствие, чтобы они помогли вам сориентироваться в этой новой главе вашей жизни. Обращайтесь к ним всякий раз, когда вам нужно успокоение или ясность. Они здесь для того, чтобы подсказать и помочь вам сохранить ваше благополучие. Наконец, помните, что настоящий подарок заключается не только в новом доме или избавлении от беспокойства, стресса и финансового кризиса. Он заключается в возможности личностного роста, духовного развития и реализации своего душевного предназначения. Примите этот дар с благодарным сердцем и открытой душой. Позвольте ему пробудить ваш внутренний доминирующий потенциал и вдохновить вас на жизнь, полную цели, изобилия и радости. Дорогой твой ангел-хранитель празднует это новое начало вместе с тобой. Возьмите предложенный вам ключ и сделайте шаг навстречу трансформации и благословениям, которые вас ожидают. Доверьтесь божественному плану, ибо Бог замышляет принести вам мир, изобилие и жизнь, полную удовлетворения. Примите этот новый дом и свободу, которую Он олицетворяет, с благодарностью, любовью и непоколебимой готовностью к предстоящим чудесам. Получите мир, изобилие и полноценную жизнь. Отметьте это видео лайком, чтобы получить его. Бог говорит: позвольте вдохновением затопить ваш разум, освободив все то внимание, которое мучило вас вчера. Вы движетесь вперед с уверенностью и верой. Пусть ваши естественные глаза не видят меня, но вы можете почувствовать меня, поверить мне, довериться чудесам, которые я могу принести в вашу жизнь и семью. Дай мне свою руку, чтобы я с терпением и нежностью вел тебя по священному пути любви, где царит моя воля, утихают бури и успокаивается море. Услышав мой голос, я окутываю вас защитной мантией, и ваш покой и безопасность настолько глубоки, что ночные звуки не нарушают вашего спокойствия. Не позволяйте путанице мира сбить вас с пути, держитесь за мою руку. Не теряйте сосредоточенности, каждый день – это драгоценная возможность бороться дальше. Беды, падения, уныние и жалобы остались позади. Освободитесь от тех тягот, которые мешают обновлению вашего разума. Начните со своих слов, не раньте себя самокритикой. Не всегда поражение происходит на собственной земле. Неразумные слова могут повредить жизни невинных людей, целой семьи и вас самих. Смотрите, многие во тьме, пусть из ваших уст льются мудрые слова, способствующие росту и назиданию. Не позволяйте врагу убедить вас в том, что вы обречены на поражение и депрессию. Для меня нет границ, держитесь за эту истину. Ваша жизнь, ваше будущее, ваши отношения, ваши финансы, ваши семейные трудности – все это может измениться с моей помощью. Я не говорю, что это будет легко, но я обещаю вам поддержку и силу. Я люблю вас и желаю вам благополучия. Чудо, в котором вы нуждаетесь, находится в пределах моей досягаемости.
Хождение с крестом на спине имело цель. Страдания за вас не были напрасными, и я знал, что однажды вы пройдете путь испытаний. Вы терпели страдания, причиненные другими, но сегодня я вырву уныние и разочарование из вашего сердца. Я страдал и воскрес ради вас, чтобы вы могли иметь вечную жизнь, полную и свободную. Верьте в мое слово, которое преобразит ваш разум, очистит его от путаницы и заменит ясными мыслями. Там, где была печаль, вы найдете радость. Там, где была депрессия, появится желание жить. Полюбите себя и простите себя. Я оставил ваши ошибки позади, отдайте свое сердце. Пусть твои глаза идут по моим путям, ты будешь бороться и сеять в этом мире как пилигрим, но мое благословение – это твоя судьба. Я желаю, чтобы вы шли по пути моей любви. Я еще раз убедительно прошу вас отдать мне свое сердце. Я наполню его радостью и избавлю от печалей, омрачающих твое лицо. Я дам вам силы преодолеть то, что атаковало вас с детства. Что я имею в виду, напишите 1010, чтобы получить это. Бог говорит, что вы знаете, что это значит. Я полюбил твою подлинность и избрал тебя для того, чтобы ты одерживал победы, преодолевал препятствия и вел других к их судьбе. Я хочу, чтобы вы увидели, как моя воля проявляется через такого человека, как вы, с искренним сердцем. Хотя, возможно, будет трудно усвоить такое большое духовное богатство, я прошу вас принять его со смирением и наполниться мужеством, ибо я также принесу значительные изменения в ваше окружение. Я ваш проводник и хочу показать вам, что могу полностью преобразить вас до такой степени, что вы даже не узнаете себя. Полюбуйтесь, как вы найдете в себе упорство, силу и счастье. Я приглашаю вас принять эту возможность. Позвольте мне войти в вашу жизнь и произвести мощную трансформацию, и вы и ваша семья будете окружены гармонией, миром и благословением. Я проведу вас с победой через все бури, с которыми вы столкнетесь. Моя любовь к вам сейчас глубока и неподдельна. Я хочу, чтобы вы чувствовали мое присутствие там, где вы находитесь. Пусть ваше сердце наполнится волнением и радостью, разгоняя печаль. Представьте, как исчезает тяжесть, которую вы несли, и вы чувствуете легкость и новую силу в своих шагах. Встаньте и не сдавайтесь. Вы стоите на пороге победы, хотя трудности могут быть очень сильными, а испытания потрясти вас. Знайте, что я здесь, чтобы защитить вас. Под моими крыльями вы найдете убежище, и моя рука будет направлять вас. Я тоже знаю боль, я понимаю, что вы чувствуете, я знаю, каково это – чувствовать себя брошенным и обиженным теми, кому вы доверяли. Я понимаю, как любить без условий и отдавать без ожидания награды. Вы не одиноки в минуты слабости. Я здесь, чтобы помочь вам, когда наворачиваются слезы и печаль переполняет вашу душу. Я не осуждаю тебя. Я хочу, чтобы ты знал, что ты важен для меня. Не терзайте себя мыслями о поражении и отчаянии. Тьма отступила, и теперь вы можете идти с уверенностью. В этот день я обновил вашу радость и укрепил вашу веру. Я выгравировал в вашем сердце обещание доверия, и я дал вам новое видение и стремление, основанное на моем слове. Не тратьте время на то, чтобы убедить тех,
кто пытается вас обескуражить, вам не удастся изменить их точку зрения. Сохраняйте веру, вы на пути к победе, а они на пути к поражению. Выбрав свою судьбу, напишите «Со мной Бог». Если вы чувствуете себя одиноким или тоскуете по поддержке других, помните, что я всегда с вами. Доверьтесь моему плану и будьте терпеливы, скоро. Я пришлю в твою жизнь нужного человека. Ты дорог мне, я забочусь о тебе с любовью. Победа будет в ваших руках в кратчайшие сроки. Моя помощь никогда не опаздывает, она всегда приходит в нужное время, когда вы больше всего в ней нуждаетесь. Я знаю, что ожидание может быть трудным, а мысли тревожными. Не позволяйте неопределенности поглотить вас изнутри. Бог говорит: «Итак, я хочу, чтобы вы сию минуту передали мне все бремя, которые вы с тяжелой болью несете на своих плечах». Жить в постоянной тревоге о будущем – это не та жизнь, которую я предназначил для вас. Вы также не должны опускать взгляд и позволять своим заботам и мыслям отвлекать вас. Я обещал совершить чудо, о котором вы просите меня, и я открою для вас двери. Я всегда рядом с вами и уверяю вас, что говорю искренне. Дни – это мое творение, и я также являюсь автором ночей. Я вижу, как вам порой трудно заснуть, как вы ворочаетесь, и в голове у вас бесчисленные мысли. Позвольте мне успокоить вас, что я уже контролирую многое из того, что вас мучает. Когда к вам приближается страх, сопротивляйтесь. Когда на вас нападает тревога, обратитесь прямо к ней и с уверенностью заявите, что в вашем сердце нет страха. Вы приняли решение довериться своему лучшему другу, своему Богу и Господу. Вы увидите своими глазами, как страхи исчезнут и больше не вернутся к вам. Ваша душа освободится от этого страха, и вы сможете наконец насладиться моим миром. Живите полной жизнью, наслаждайтесь счастьем и увидите, как среди трудностей я буду вспоминать вас своими безмятежными словами. Моя рука лежит на твоем плече, и в каждом натиске я даю тебе силы устоять. Вы верите в меня, и если так, то повинуйтесь. Если я убедил вас в том, что вы вернетесь к моему слову, то вас наполнят мои обещания, и вы будете верить в меня даже в трудные времена, которые лежат на вашем пути. Вы боролись не настолько, чтобы сдаться, теперь вы должны идти вперед. Я говорю с вами сегодня, чтобы вы исполнились веры, мужества и силы, чтобы вы научились ждать. Хотя может показаться, что ваш дух замирает от ожидания, сохраняйте спокойствие, вы можете обратиться к своему сердцу, заверив его, что нет причин для страха. Управление вашей жизнью, вашими мечтами и судьбой находится в руках вашего любящего Отца. Напишите «Я люблю тебя, Бог» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Бог говорит: ветры мира могут попытаться стереть из памяти те времена, когда я помогал тебе, но теперь я повелеваю им прекратить это. Я люблю тебя, я никогда не подводил тебя и не подведу. Я не опоздаю, я здесь, готовый служить вам. Примите мою руку и спасите вас. Ответьте честно, кто любит вас больше, чем я. Я вижу, как вам выпадают тяжелые испытания,
я наблюдаю за вашей борьбой, за вашими усилиями и отчаянием. Не забывайте, что в самых трудных ситуациях я проявляю свою верность. Ваше величайшее достижение на сегодняшний день – это вера в меня, стремление ко мне. Посмотрите на свою жизнь, на испытания, с которыми вы столкнулись, на битвы, которые вы вели, на бремя, которое вы несли, но вы все еще стоите, и ваше мужество радует меня, ваше упорство движет мной. Помните, что окружающие могут приписывать ваши победы случайности, но на самом деле за каждой вашей победой всегда стояла моя могущественная рука. Этим посланием я хочу напомнить вам, что не нужно волноваться, не позволяйте страху украсть ваши мечты. Не бойтесь мечтать по-крупному и подходите к своим задачам с уверенностью, что я помогу вам воплотить ваши планы в реальность. Задумайтесь на минуту, на протяжении всей своей жизни вы проявляли незаурядное мужество. Вспомните ситуации, которые казались вам непреодолимыми, но вы сумели их преодолеть. С того момента, как вы доверили управление своей жизнью в мои руки, вы не проиграли ни одной битвы. Отдохните, успокойте свое сердце и продолжайте доверять. Я знаю, что порой это трудно, но покой и вера жизненно необходимы, особенно когда кажется, что все идет не так, как надо, и вас преследуют конфликты. В такие моменты защищайтесь от вражеских голосов, не поддавайтесь угрозам страха и неуверенности, но идите вперед, уповая на мои обещания. Ты глубоко любим мною. Еще до твоего рождения у меня были великие планы на твою жизнь. Я никогда не брошу беспомощного сына или дочь. Я наблюдаю за тобой особым образом, слежу за каждой деталью и моментом. Не позволяй печали занимать больше места. Наполните свое сердце радостью и идите вперед с верой, потому что победа обеспечена, и то, что я приготовил для вас, превосходит все ваши ожидания. Я люблю вас. Аминь. Напишите 333, если вы верите. Бог говорит, что вы строили многочисленные мечты на песке, но когда пришло море проблем, конфликтов и нехваток, ваши планы исчезли. Вы теряли время и силы, впадали в депрессию, уныние, задыхались и не желали двигаться вперед. Сегодня ситуация меняется. В вашем сердце произошла трансформация, и теперь вы зависите от меня. Вы будете преуспевать во всех своих действиях, как я и предполагал ранее. Я непременно благословлю вас, двери откроются, а ситуации, которые вас одолевают, найдут решение. Мое влияние коснется сердец людей, друзей, родственников, судей и властей, и они будут смотреть на вас с благосклонностью и действовать в вашу пользу. Вам не нужно бояться того, что могут сделать с вами другие, если вы сохраняете веру в меня и поступаете честно. Те, кто выступает против вас, будут побеждены и больше не поднимутся. Одни в страхе убегут, а другие даже не поднимут руку на вас и вашу семью. Я сопровождаю вас каждый день до самого конца. Моего слова достаточно, чтобы исцелить вас. Сверхъестественной силы, исходящей от моих слов, достаточно, чтобы даровать вам жизнь и поднять настроение. Вам может казаться, что вы не заслуживаете того, чтобы я был в вашей жизни. Но я говорю вам, что ваша вера
и смиренные отношения привлекли мое внимание. Я хочу войти не только в ваш дом, но и в ваше сердце, где начертаю это исцеляющее слово и одним прикосновением разорву сковывающие вас цепи. Я облегчу вашу боль, развею ваши страхи, тревоги и недуги, ибо даже все небо повинуется силе моего голоса. Напишите 555, чтобы получить божественную защиту. Бог говорит, что ваша душа полна благодати, и с этого момента перед вами откроются новые возможности. Пойдут благословения, поступят предложения о работе, которые принесут достаток и процветание вашей семье. Я прокладываю для вас новый путь к лучшему будущему, свободному от страхов и напряженности, которые стали причиной ваших ошибок. Вы обретете мирную жизнь, погрузитесь в спокойствие, избавившись от страхов и кошмаров. Сила моей крови освободила вас. Никто не сможет причинить вам вред ложью, колдовством или своими посланниками. Вы чисты духом, душой, устами, умом и сердцем. Такова награда, которую я даю тем, кто не боится делиться моим словом, кто раскаивается в своих ошибках, получает мое прощение и решает слушать меня. Каждый день они будут приходить ко мне на коленях, чтобы получить мои благословения. Вы должны доверять мне и протягивать мне руку в это трудное время, чтобы угрозы и беды не лишили вас покоя и доверия. Я сочувствую вашим страданиям и тронут вашим искренним сердцем. Я люблю вас, и вы должны доверять мне. Помните, что в скорбные минуты я держу вас на ладони, покрывая своей святой мантией. Ты мой сын, моя дочь, и я благословлю тебя, потому что хочу и могу. Я сдержу свои обещания, я всегда был с тобой и не оставил тебя. В это бурное время я тоже не оставлю тебя. Мои планы превосходны, мои мысли вечны и приведут вас к судьбе мира и процветания. Хотя могут возникнуть трудности, но если вы будете смотреть с верой и надеждой, ваша жизнь изменится. Ищите меня утром, днем и вечером. Говорите со мной, ибо я рад слушать вас. Небеса содрогаются, когда вы возносите хвалу открытыми устами, когда вы молитесь с верой и просите защитить вашу семью, избавить от болезней и эпидемий. Когда вы проливаете слезы и взываете о том, что я никогда не оставлю их, я слышу ваш призыв. Я никогда не оставлю вас, что бы ни случилось. Моя любовь выше любых человеческих неудач. Я никогда не подведу вас, вся ваша жизнь, ваша семья, ваше будущее и ваше здоровье в моих руках. Цените, дорожите, берегите и дорожите тем, что я дал вам. Не умаляйте своих благословений. Если вы будете верны в мелочах, если вы будете заботиться о том, что я дал вам в трудные времена, ваши благословения умножатся. Я одарю тебя еще большим количеством вещей, имеющих великую вечную ценность, маленький сын, маленькая дочь. Ты любишь меня, и я люблю тебя без всяких условий. Напишите 777, если вы любите Бога. Бог говорит, что если я говорю тебе, что все будет хорошо, я прошу тебя доверять мне. Если ты будешь продолжать беспокоиться о делах, которыми я уже занялся, ты будешь измучен. Вы протянули мне руку.
Позвольте мне безмятежно вести вас к зеленым полям. Я не желаю, чтобы вы испытывали недостаток в чем-либо. Мое желание – насытить вашу душу божественной любовью и святой привязанностью. Не бойся трудностей, которые могут возникнуть. Ты будешь тверд, а я буду рядом с тобой, поддерживая тебя и никогда не отпуская. Я не позволю вам уйти. Я понимаю, что ты чувствуешь себя уязвимым, поэтому я иду к твоему сердцу, дорогой. Я здесь с тобой, а не тяну тебя вверх в смятении и отчаянии. Сядь рядом со мной и отдохни немного. Не думай о будущем и не тревожься о состоянии мира. Сосредоточьтесь на том, что действительно ценно, на своей семье, на своей духовной жизни. Питайте свое существование моим словом и предавайтесь молитве. Делайте добро и будьте милосердны к тем, кто обидел вас, даже если вы проявили к ним расположение, а с вами обошлись несправедливо. Подставьте другую щеку, если они снова нападут на вас. Проявляйте к ним любовь в той мере, в какой я отдал жизнь за своих детей. Точно так же вы должны быть готовы бороться до конца, чтобы ваша семья познала меня, была благословлена и наслаждалась свободой, в то время как мир сотрясают конфликты. Не переставайте молиться, запишите в свой молитвенник имена тех, кого вы любите, и скажите мне, что вы хотите, чтобы я сделал для них, хотя я уже знаю их жизнь и мысли. Я хочу, чтобы вы активизировали свою веру, молились о том, что действительно важно, даже если другие охвачены страхом. Приготовьтесь, вы увидите удивительные чудеса, трубы звучат, ваше освобождение близко. Однако в этот миг верьте, боритесь, живите, не трусьте перед лицом возможных бедствий. Поверь в мое слово, нет ничего недоступного для меня. Ваша любовь радует меня, и я ускоряю время, чтобы вы получили благословение, которого так жаждете. Преобразования, происходящие вокруг вас, направлены на ваше благополучие. Приведите в порядок свое сердце и разум, позвольте моему присутствию занять достойное место в вашем доме, как вы слышите сегодня. Я уверяю вас, что ваша жизнь изменится. Я знаю ваши потребности еще до того, как вы их выскажете, но я хочу, чтобы вы прояснили свои мысли, стремления и мечты. Будьте уверены в том, о чем вы просите и куда хотите попасть. Если вы стремитесь к успеху, я знаю, что вы добьетесь успеха. Бог говорит, чтобы вы выбросили из головы мысли о поражении, ибо я всегда буду рядом, чтобы помочь вам. Приходите и получайте от меня силу каждый день. Избавьтесь от слов, которые вас обескураживают, и обретите мужество верить. Питайтесь моим словом, и вы ощутите мощные перемены. Живите с божественной силой, облекаясь в броню смирения и терпения, и вы увидите, как перед вами развернутся удивительные, невообразимые благословения. Верьте в простоту, облекайте свои победы в смирении и мудрость. Никогда не забывайте, что ваша победа, ваш успех, ваше ободрение и ваша сила были завоеваны через испытания, страдания и жертвы, величественная слава явлена через мое воскресение. Я обещал быть рядом с вами в радостях и печалях, присматривать за вами, быть вашим отцом, кормильцем и прибежищем.
Вы никогда не будете одиноки или покинуты. Не позволяйте негативным эмоциям украсть ваше благословение. Мое слово истинно и непоколебимо. Вы не будете побеждены. Наполните свой разум моими обещаниями. Я заключил ваши дни в крепкие объятия. Отведите для меня особое место в своем сердце. Доверьтесь и отдохните в моих объятиях, ибо я управляю вашей жизнью, не бойтесь. Я всегда защищаю и забочусь о вас, мое присутствие постоянно. Каждое утро, открывая глаза, ощущайте мою близость в первые мгновения дня. Не отвлекайтесь, слушайте мое слово, воспринимайте мое руководство через мой дух. Я все держу под контролем, вы должны верить в меня. Неприятности не должны подстерегать меня. Вы в безопасности, проблемы, которые вас мучают, найдут быстрое решение. Ответы, которые вы ищете, придут в нужное время. Ваши молитвы прокладывают ваш путь, вписывают в вашу историю. Ничто не ускользает от моей мудрости и воли. Я открываю двери к благословениям, которые вы ищете в своих глубоких молитвах, и я укрепляю вашу веру. Я здесь, чтобы поднять вас и повести к новой жизни, к новому началу, где все будет по-другому. Не беспокойтесь о мнении окружающих, держите голову высоко, живите с верой и достоинством. Слова зависти не имеют значения, важно только мое восприятие вас. Вы прекрасны, у вас искреннее и чистое сердце. Когда на тебя нападают, укройся в моей любви, я был рядом с тобой в каждой битве, я знаю твои падения, поражения, победы и трудности. Настало время торжествовать, возвысить свою жизнь. Оставьте старую борьбу позади, вступите в эпоху триумфа и обновления, здесь начинается новая история. Позвольте мне направить вас на благословенный и мудрый путь, я предлагаю вам свою любовь и мир, чтобы ваши ум и душа обрели покой ума и души. Примите их. Аминь. Напишите «Аминь», если вы верите, что получите это сегодня. Если вам понравилось это видео, нажмите «Мне нравится» и подпишитесь на наш канал, чтобы укрепить свою связь с Божьим домом. Да благословит вас Господь!